Ура! Все-таки дошли до седьмого озера. Здесь безумно красивая природа. Ставьте лайк, распространите этот видео, чтобы все видели весь мир, какая красивая природа в Таджикистане. Озеро Семь озер. Very good in Tajikistan. Вот мужчина, который нас вчера ночью я погостил. И с нами сейчас идет барашку резать. Но он будет резать, мы будем со стороны. Гости. Да. Вот здесь написано, что фирма Travel Company. Это 6-я. 7-я, говорят, самый большой. Но мне кажется, мы туда не дойдем. Ребята, баранину сейчас жарим. Когда сюда приедете, обязательно внизу, в городе, где большие деревни, запасайтесь дровами. Здесь проблема с дровами. Горой, говорят, 6-й и 7-й озеро. А эта барашка, к сожалению, сейчас будет на нашем мангале. К сожалению. Дальше будет, по счету 2-й, 3-й, 4-й. Говорят, 3-й сам. Вчера англичане нам говорили, это 3-й самый good там, хороший. И еще он какой говорил англичанин? Акмалден. Вчера англичанин какой сказал? 3-й, 4-й сам? 3-й, да? В любом случае другими покажем вам. Очень красиво тут. Вот здесь. Смотрите, гора как там красиво расположена. Смотрите. Здесь он маленьким кажется, на самом деле очень большая гора. Высокая гора. Вот оно, озеро. Вода, оказывается, из-под горы туда идет. Вот вода, она с одного озера в другой льется из-под горы. Местные жители идут, как он говорил ранее, зиру собирать. Но они не очень хотят контактировать. В общем, здесь природа очень красивая. Местного жителя машина сломался, это еще советская наследие Нива. С бензином проблемы, как качество топлива очень плохое. Поэтому старайтесь, если сюда приедете, внизу в городе, ближе к городу заправьтесь полный бак. И на всякий случай возьмите с собой канистру 20-литровую или там сколько там, пару канистров, запасаться хорошо. Дальше сейчас будет 3-е озеро. И где-то еще есть Искандар-Куль, еще его Македонским называют. Туда еще далеко ехать, не знаю, вот, скорее всего, не получится завтра. Это 2-й день наш похода в 7 озер. Там местные жители идут, детвора, подростки, оказывается, они идут в горы собирать зиру. Он такая приправа для плова, для мяса. Зира, он килограмм стоит примерно 700 рублей русскими рублями. 700 рублей стоит. Удовольствуемся только съемкой. Они так быстро идут, только что внизу были. Они привыкли вот по горам ходить. Это 4-е озеро. Вот люди в горах вот так живут, в деревнях. Дом строят друг на друге. И вот так живут. Говорят, очень дружно живут. И народ здесь почти не болеет. Заехали не туда, в общем. Сейчас делаем разворот. Здесь очень узкая дорога. Местные приспособились, они не боятся вот этой спуска, подъема. Конечно, нам страшновато, который туда приехал, отдохнул. Сейчас сделаем, развернемся и в обратную сторону поедем.
Это дерево грецкий орех. За счет чистого воздуха, за счет хорошей экологии и вкусной воды. Здесь грецкий орех по вкусу отличается от других, очень вкусный. И по цвету белый. Вот. И очень красиво. Ну, пока они месяца через 2, скорее всего, созреют. Вот так растет грецкий орех. Внутри вот эта скорлупа чистится, и внутри появляется сам орех. Ну, он вот такой, ну, еще вырастет он, еще по размеру вот так вырастет. Здесь от уровня моря 2500 километров высоты. И школу, видите, местные жители строят школу, но финансирование идет частное. Люди многие, которые на заработок с России, говорят, помогают, и местные жители скинулись и строят для местных детишек школу. Ну, очень красивая школа будет, видно так, построение такое капитальное. А там сверху, скорее всего, этот Господин Хонович? Сарай для барашек там сверху, ближе к горе. Ну, на высоте он находится. Там отсюда кажется близко, там очень высоко. И там вот за камнями, с другой стороны видно было жилой дом. Люди живут там. Вы представляете, каждый день спускаться вниз и обратно вверх. Это для нас это как тяжело. А люди как-то живут и довольны жизнью. Они достаточно счастливые люди. Я просто с людьми общался. Они мне не разрешили, чтобы я их снимал. Люди довольны жизнью, счастливые люди. Им не нужен iPhone и всякие крутые там гаджеты. Им это все не нужен. Они и так счастливые. Здесь у местных есть Индиго, оказывается, называется, местная сим-карта, местная связь. У них телефон работает и интернет, ну, более-менее, очень долго загружается. Там в горах еще вот снег лежит. Там внизу в городе, ну, где-то километров 350 в городе, плюс 45, жара, июль, самый разгар лета. А здесь прохладненько, вот все в теплой одежде. Я специально решил пешочком пойти, всю эту красоту вам показать. Ну, в общем, все озера, они вот так идут, каждый отличается от друг друга по размеру. А вода, она течет вот с горы и к озеру. А дальше там гора, где закрывает путь к речке, под горы вода течет в другую озеро. И вода, чем дальше, она фильтруется природным фильтром и вкуснее получается. Это домики для туристов. Здесь очень много европейцев приезжают. Дом на колесах. И живут. Мы пока в деревне ищем лучшее место для себя. Ну, местные люди так помогают, вообще супер просто. Они прям стараются чем-то помочь. Блин, здесь люди вот получается в горах живут. Все в горах. Как-то приспособились. Видите? Эта деревня называется Шинк. В горах. Сейчас мы нашли местный магазин, лавка, местный гипермаркет. Сейчас семечко, и есть у нас ребята с плохими привычками, которые сигареты курят, портят себе здоровье. За деньги себе покупают смерть. Вот, но я семечки возьму. Местная лавка, цены нормальные, демократические. Вот такую пачку семечков 10 рублей стоит. Русскими рублями. Вот мужчина, который нас вчера ночью я погостил
И с нами сейчас идет барашку резать. Но он будет резать, мы будем со стороны. Гостяне, гости. Да, да. Вот он вчера нас всех ночек себе пустил. И сегодня к нам и барашку с собой взял. Он даже барашку нам говорит, мы порежем, вас угостим. Вот она красота. Это 5-е было озеро. Небольшого размера. Вот речка течет. Блин, Лада, молодец. Кто говорит плохо о Ладе, сам не ездил на нем. Доехали к пункту назначения. За этой горой, говорят, 6-й и 7-й озеро. Но туда наша машина не поднимется. Сюда нужен, оказывается, советские УАЗики. Вот это сам, ну, такие машины нужны. Дальше нас обещали повезти туда. Это за этой горой 6-я будет. Там еще видно, отсюда не видно. Там есть гора, которая снег на нем лежит. А там 7-я. 7-я самая большая, говорят. Здесь 2300 километров, что такое от уровня моря. Ну, более 2000 метров от уровня моря находимся сейчас. Дышится легко. Везде речки. А эта барашка, к сожалению, сейчас будет на нашем мангале. К сожалению. Ребята, баранину сейчас жарим. Когда сюда приедете, обязательно внизу, в городе, ну, где большие деревни, запасайтесь дровами. Здесь проблема с дровами. Там, говорят, внизу, в крупных деревнях, где-то на рынке его продают мешками. Или как-то их завязывают по-местному. Обязательно покупайте. Здесь большая проблема с этим. Вот мы чуть-чуть нашли всякие кусты высохшие. Вот они лежат. Мы с ними себе готовим еду. Никто вам не даст. Здесь по цене золота все это. Это 6-е озеро. Вот здесь написано, что фирма Travel Company Маргусор. Компания Маргусор. Там у них в горах небольшие домики, типа коттеджи, на 5-6 человек. И вот люди приезжают, вон там припарковались, на Мерседес Спринтерах поднялись. Ну, значит, не так уж здесь сложно с дорогой. Но дороги здесь, можно сказать, нету. Вот он, красавец озеро. Это 6-я. 7-я, говорят, самый большой. Но мне кажется, мы туда не дойдем. Все-таки попробуем, ну, очень далеко, говорят. Ребята, с лайками поддержите. Приезжайте. Пишите в комментариях, если вопросы будут, как доехать, что делать. Может, какие-то у вас вопросы про документов. Если вы гражданин России, может... Ну, если гражданин России, вы можете приехать здесь себя чувствовать как в России. Здесь с россиянами очень хорошо относится полиция, насчет документов. 10 дней без регистрации, без ничего можете перемещаться по городу, даже вас не спросит никто. Можете паспорт с собой не брать. Только когда будете пересекать границу, у вас спросят. Ну, если нарушили закон, там штраф небольшой, отдадите 500 рублей и поедете дальше в Россию. Нашего приезда в этот город и в этот 7 озер он нас пригласил. Кстати, у него родился двойня, мальчик и девочка. Поздравляем все вместе. Спасибо. Чтобы 100 лет жили. Бедный баран в конце концов виноватым оказался. Мы его порезали. Он виноват. Папа сделал, он виноват. Ребята, только приезжайте. Мои земляки таджики. Таджикистанцы, если правильно сказать. Мы многонациональный народ. У нас много узбеков, татаров, киргизов,
корейцев, таджиков, лакайцев, ну, очень много национальностей, русские. Приезжайте, здесь супер. Вы мне простите, что я на русском говорю, очень много люди смотрят русскоязычно, поэтому буду говорить на русском, хотя плохо у меня получается. Приезжайте, не пожалеете. Ребята, всем доброе утро. Здесь утро чудесное. Птички вокруг поют. Звук речки, вот этот звук воды, который вот шуршит, очень приятно. Здесь, когда просыпаетесь, себя чувствуете намного моложе, как будто вы 18-летний юноша. Один полезный совет хочу вам дать. Если вы приехали без бронемест, если вы заранее в интернете не нашли, где сдается жилье, вот 7 озер, ну, вокруг озер, дачи, вот эти коттеджи, обязательно запасайтесь весь одеялами. Здесь очень холодно. Мы вот заранее этого не сделали, и нам трудно было, конечно. Но хорошо, что машина нас спас. Здесь вчера были местные туристы, вот они нам все свои одеяла оставили и сказали, что когда вниз приедете, позвоните, мы у вас заберем его. Нам повезло, можно сказать. Ну, у вас такой случай, чтобы не было, обязательно запасайтесь одеялами. Ночью я не смог вам закат видео снимать. Я за повара был тут, поэтому руки не доходили. Сегодня мы дойдем пешком до 7-е озера, оказывается, туда сложнее. На машине, вот, в общем, невозможно доехать, там надо пешком перебираться. Я вам обязательно его покажу. Ждите, 7-е озеро обязательно будет. Мы сейчас проезжаем 6-е озеро. Это вот начало, речка сливается в озеро, получается вот 6-е озеро. Ну, до 7-го мы сейчас доедем. В любом случае надо было мимо 6-го проехать. Я вчера снимал небольшой кадр, сейчас еще раз снимаю. Туристы из Германии говорят, Таджикистан very good. Приезжайте, в Таджикистане все хорошо. В общем, ребята, немцы, нидерландец, немец, Германия хвалят, приезжайте в Таджикистан. Здесь погода такой. Вот, Very good in Tajikistan. приезжайте, на самом деле very good. Спасибо. Спасибо, на самом деле, приезжайте, ребята, здесь все хорошо. Спасибо, ребята, спасибо. Общаемся с местными жителями. В этой деревне, оказывается, живут 3000 населения. Здесь вот трава растет. Оказывается, за эту территорию они даже налог государству платят. Это берег вот этого озера 6-го. Зимой бывает, оказывается, он поднимается. Ну, где мы стоим, он водой закрывается. Вот до того моста. В общем, за каждый кусок земли берут налог. 2100 метров от уровня моря эта деревня находится. Он жалуется, что вот здесь тяжелая жизнь, но они привыкли к этому. Я ему говорю, ну что вас держит, поезжайте в город, ну там обоснуйтесь, там живете. Нет, мы привыкли, говорится. Вот. Да. Озеро за счет того, что зимой было очень много снега, рассказываем местных жителей. Там в горах, видите, нет, вот он, снег лежит. Он тает, оказывается, каждый день по 5-7 метров вода поднимается. Идет до этой, дамба такая, там за дамбой дорога идет. Получается, каждый день он поднимается, поэтому они успевают сейчас траву здесь косить. Вот видите, траву косят. Вода быстро поднимается. Вот эта речка, получается, снег тает с горы. И начало 6-й озера. Вода здесь как молочная, такая красивая, как молочного цвета.
Здесь просто очень такой супер климат. Идемте до 7-го тогда. Let's go. Вот она красота. Самая лучшая музыка — это звук речки, шуршание воды. Вот она вся деревня. Здесь вот камень такой. Выпал из горы, застрял, получается, замер здесь. Каждый турист, он Бруно, Абир, Тони, Зик, все оставили свое имя. Ну, здесь мы в основном встречаем туристов Голландия, Англия, Германия. Вчера встретили двоих русских. Они были с Балашихи. Это Московская область, город Балашиха. Они прилетели до города Самарканда на самолете. Привезли с собой свои велики. Пересели на велосипед. Приехали сюда, в город Панджикент, потом к горам Семь-Озер. От Самарканда до Панджикента примерно 80 километров. Вот самый лучший транспорт местный. В любом месте он без проблем доедет, довезет вас. Вот это каменное ограждение, что обозначает? Если кто знает, пишите в комментариях. Но я сам уже без терпения вам скажу. Получается, вот эта территория, вот трава растет, видите? Это частная территория, частное владение. Ну, скорее всего, кто более состоятельный, у кого больше денег. Ограждение сделали из проволок. И тут у них идет, ну, растет трава, огород. Вон там картошка, посев картошки. Вот местный крестьянин работает. Ну, говорят, картошка здесь супер вкусная. Люди приспособились к этим условиям и живут. Вот я с одним общался конкретно, но он тоже не захотел на кадре ничего говорить, просто пообщались. Мой родной язык таджикский. И на своем родном языке мы с ним пообщались. Говорит, здесь, да, сложно жить. Ребята, финиш! Дошли до этого озера, да. Ахмадьор первый дошел. Потянул всю дорогу. Супер! Я мыл всю дорогу, что устал, но я первый.